Täna viin teid ühte väga põnevasse kohta. Nimelt olen aastaid juba võidelnud oma juuste kasvuga. Nad mitte ei taha kasvada ja muidugi ka hõrenevad. Natalja on 10-aastase kogemusega triholoog ja juuksespetsialist. Tema oskab mulle soovitada, mida ma peaks tegema ja kas üldse mul lootust on. Ma tean paari head tuttavat, kes on saanud suurepäraseid tulemusi. Läheme uurime välja. Natalja, nii põnev oli vaadata oma peanahka ekraanilt. Seda me ju tavaliselt ei näe, ainult meie juuksur teab, mis meil seal peas on. Et milline mu diagnoos siis on? Kas mul on lootust kasvatada pikk-pats? Ред, структура волос генетически у тебя тонкая, но я вижу, что у тебя волосы уже немножко истончились по всей голове. Это связано с физиологическим процессом волос, старением, которое происходит после 35 лет. Также я вижу, что у тебя луковица слабая, маленькая. Это может быть связано с нарушением и дефицитом питательных веществ, нарушением кровотока, кровообращения. Много у тебя новых волос, но они маленькие, тонкие. И, как ты заметила, не дорастают до желаемой длины, как раньше. Все это связано с недостатком питательных веществ, vitamинов, mineraalov. Kuidas on see võimalik, et mul ei jätku vitamiine ja mineraale, sest ma tõesti tarbin väga hoolikalt toidulisandeid? Все это происходит, потому что волосы не являются очень важным органом для организма. И все самые необходимые вещества, витамины, минералы, питательные вещества получают жизненно необходимые органы. Только в последнюю очередь все достается нашим волосам. И организм очень умный. Если у нас какой-то дефицит происходит, то он не тратит ресурсы на волосы, а отбрасывает их как балласт. Поэтому можно заметить также выпадение волос. Oi, Natalja, need ei olnud nüüd küll head uudised praegu, aga mida ma peaksin siis tegema? Sest et ma saan aru, juuksepikendused ei ole siin üldse lahendus. See võib hoopis veel hullemaks teha olukorda. Нет, волосы очень тонкие, луковица слабая, поэтому наращивание волос я не рекомендую вообще. Начнем их восстанавливать. Любое восстановление и лечение волос начинается с кожи головы. Я тебе рекомендую использовать шампунь деликатный для чувствительной кожи головы. И также в состав находятся 3 гиалуроновые кислоты, которые будут увлажнять и питать кожу и концы. И 1 раз в неделю рекомендую шампунь Крещина Трансдермик. В состав входят более концентрированные очищающие компоненты и питательные вещества. Он будет более тщательно очищать кожу головы, питать кожу головы и увеличивать кровоток. Для волос очень важно наружное применение препаратов. И я хочу тебе предложить очень хороший препарат. Это препарат Крещина швейцарского производства с трансдермальной технологией. Это означает, что все активные компоненты проникают во все слои кожи и непосредственно до луковицы доносят все необходимые вещества. В состав входят очень важные аминокислоты, запатентованный комплекс для стимуляции роста новых волос и также усилители, которые более глубоко и эффективно доносят все компоненты. Kui kaua ma seda kuuri kasutan, mitmest ampullis siis piisab? Минимальный курс 2 месяца, но для более стойкого и лучшего результата лучше использовать 4 месяца. Ma olen nii õnnelik, et juustega on mul siis kõik seatud korda. Hakkame raviga pihta. Aga mis saab minu kulmudest ja ripsmetest? Vot neid tahaks ka kuidagi pikendada ja tihedamaks saada.
У нас появился очень эффективный серум для ресниц и бровей с трансдермальной технологией, 7 факторами роста, с запатентованным пептидным комплексом и с 3 гиалуроновыми кислотами разной молекулярной массы. Курс использования 4 месяца. После первого месяца можно уже увидеть первые результаты. Через 3 месяца уже более стойкий и красивый результат. Mul on ju 3 saadet veel vaja teha. Nii ruttu nad nüüd ka ei kasva mul asemele.